Государственный орган власти, куда люди обращаются, чтобы восстановить свои нарушенные права. Так же, как вы идете к доктору, если заболели, или в вуз, чтобы получить высшее образование. Люди приходят в суд, чтобы разрешить спор. Неважно, о каком споре идет речь. Делите имущество, совместно нажитое после развода, восстанавливаете права наследника или в магазине не делают возврат товара надлежащего качества. Задача суда – решить, кто прав, и дать четкое указание, что кому делать. А судья – это говорящий закон, а закон не мой судья. Стать судьей не так-то просто. Кандидат на должность судьи должен быть кристально чистым и честным человеком, не должен совершать порочащих его поступков. Нарушение закона кем-то из родственников кандидата часто становится причиной отказа в предоставлении этой работы. Мы сегодня в студии пригласили судью Верховного суда Республики в почетной отставке, который 19 лет проработал судьей по уголовным делам, Дмитрия Васильевича Савинова. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Добрый день. Как ваше настроение? Настроение хорошее. Ну и хорошо. Я знаю, Дмитрий Васильевич, что вы до судейства 20 лет практически работали следователем. Вот. И, будучи следователем, в 1986 году вы награждены нагрудным знаком МВД СССР за отличную службу в МВД. А в 1989 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР вас наградили медалью за отличную службу по охране общественного порядка. По-моему, вы по сей день единственный следователь, который отмечен столь высокой наградой. Верно? Так точно. Ну вот. И 20 лет также проработали судьей по уголовным делам. Только по уголовным делам. Вот, скажите, пожалуйста, что сегодня представляет собой судебная система? Судебная система Республики Саха-Якутия представляет себя из следующих судов. Верховного суда Республики Саха-Якутия, город Иркутск, расположен. Якутского городского суда по улице Ярославского в 2 зданиях, а далее по нарастающей Неренгринского городского суда, очень большой суд, Мирнинского городского суда, Алданского и Ленского. Остальные суды в районах, районные суды федерального уровня, и есть также мировые судьи в судебных участках, где они точно расположены. Ну, видимо, в большинстве районов, в городе Якутске, в этих городах. Был также Конституционный суд у нас. Входил ли он в судебную систему по федеральному закону о судебной системе, я точно сказать не могу, но он потом его не стало. Да, расформировали. Есть еще военные суды, 2 судей, арбитражный суд. Но к ним я отношение такое небольшое имею. В основном я по уголовным делам в этой сфере я буду и вести беседу и на ваши вопросы ответы. А с какого момента суд стал судом? Ну, я думаю, с какого момента. Конечно, они на Руси были давно, в Якутии тоже после революции, но все-таки был указ президента Российской Федерации. С этого момента и суды стали, федеральный закон, подписан президентом от 31 декабря 1996 года. Вот этот закон установил систему судов Российской Федерации, они относятся и к нашему субъекту. Впоследствии, конечно, он дорабатывался, менялся, но суть та судебная система, которая была этим законом, она и осталась. Там небольшие изменения были. На сегодняшний день в нашей республике работают 58 мировых судей. В 35 районных и городских судах служат 121 судья. В Якутском гарнизонном военном суде 2 судей. Численность арбитражных судей составляет 24 судьи. В Верховном суде республики служат 25 судей. То есть сейчас суды общей юрисдикции, это, повторюсь за вами, да, это районные, городские суды, также Верховный суд. Да. А в суды общей юрисдикции входят и мировые судьи, да? По замыслу автор судебной реформы, то есть мировые судьи должны как-то разгрузить работу районных и городских судов.
да, ведь в судах общей юрисдикции есть разные, вот административные, гражданские, ну, рассматривают дела, да, и уголовные. Вообще, Дмитрий Васильевич, скажите, пожалуйста, а что зависит от Верховного суда? Верховный суд Республики Саха-Якутия является вышестоящей инстанцией над всеми судами, за исключением военного и арбитражного, по рассмотрению уголовных дел и гражданских дел, административных дел. Это основное как бы звено, ядро судебной системы Республики Саха-Якутия. Что он, как вы сказали, делает, зачем нужен? Он рассматривает дела уголовные и гражданские по первой инстанции, то есть выносит приговора, или по гражданским делам решения. Он является второй инстанцией апелляционной по отношению нижестоящих судов, то есть рассматривает дела в апелляционном порядке на приговоры и судебные решения нижестоящих судов, вот этих городских, районных. Он по рассмотрению в апелляционном порядке уголовного и гражданского дела может сам вынести решение, сам вынести приговор, отменить решение или приговор, изменить. По наказанию может квалификацию изменить совершенного преступления, меру наказания тоже может изменить. Все. А какие изменения вообще произошли в судебной системе республики, если вкратце сказать? Для судебной системы, если изменения говорить, то в последнее время это для суда 5-10 лет, вот так считается. Во-первых, законодатель сейчас наделил районные городские суды рассматривать дела по первой инстанции с участием присяжных заседателей. Очень большое дело по некоторым категориям преступлений, которые им подсудны. Вот это большое изменение. Дальше что? У нас тут произошла лет 10 назад оптимизация судей, то есть часть судов ликвидировали, вернее, и они стали единым судом в каком-то районе. Дальше что? По другим каким-то вопросам. В основном вот эти большие, которые касаются непосредственной работы судей. Суд присяжных заседателей в районах. Часть категорий преступлений, которые ранее рассматривались Верховным судом Республики Саха-Якутия, там взяточничество и еще какие-то, перешли с нашей подсудности в районные эти суды. Чем-то облегчили рассмотрение уголовных дел по первой инстанции в Верховном суде Республики Саха-Якутия. Что еще Верховный суд рассматривает дела? Таких дел тут не бывает, а всяких там депутатов, кого по преступлениям, в санкции которой имеется, может быть назначено наказание, пожизненное лишение свободы, членов Совета Федерации, государственная тайна, которая уголовное дело связано. Примерно так. Не примерно, а точно. Да. А вот вы сказали взяточничество, да? Но. Сейчас вот коррупция у нас является, таким одним из актуальных, как говорится, задач, да? Борьба против коррупции одна из самых таких актуальных задач правоохранительных органов и в целом государства, да? В Верховном суде как-нибудь, в ваше время, скажем так, рассматривали дело такого характера? Рассматривали. И, наверное, в процентном отношении по сравнению с другой категорией уголовных дел, они занимали, по-моему, 15-20-10%. Были рассмотрения этой категории уголовных дел. Я сам рассматривал. Можете какой-нибудь пример там привести? Пример как-то неохоту людей задевать. Они уже отбыли, видимо, наказание, и все прошло, и воспоминания на них, наверное, как... Были такие категории уголовных дел. Были рассматривали. То есть взяточничество, Да. Посредничество во взяточничестве. Пособничество. Пособничество, посредничество, дача взятки. Были.
Ну и Потом- по сей день этот вопрос тоже остается, да, как-то? Ну, рассматриваете насколько мне известно, есть в районных судах эти дела. В районных городских судах поступают, но не в таком большом количестве. Может быть так. А точно я вам сказать не могу. Не как раньше, то есть. Может быть, а может я отстал уже от статистики этой. В 2022 году районными и городскими судами рассмотрено гражданских дел 19 513, дел об административных правонарушениях 5024. Всего гражданских административных материалов рассмотрено 33 220, уголовных дел 4756, осуждено 3918 человек, оправдано 37 человек, прекращено производством по реабилитирующим основаниям в отношении одного человека, по другим основаниям 896. Дмитрий Васильевич, а вы в свое время какие вот громкие дела, так скажем, рассматривали? Ну вот, тоже громкие дела. Ну, громкие дела – это такие, я думаю, уголовные дела, которые влияют на общественное место, на общественное мнение Гонения, да. в городе Якутске, создают страх перед людьми, неопределенность, и люди желают, что эти уголовные дела, преступления были раскрыты, а преступники, их совершившие, были осуждены. Ну вот такие уголовные дела, обычно они связаны с убийством несовершеннолетних, убийство с изнасилованием несовершеннолетних, убийство без такое женщин, изнасилование женщин, а потом их убийство с целью сокрытия вот этих же преступлений насильственных. Ну вот я рассматривал уголовное дело в течение 8 месяцев по факту убийства СОН на Вилюйском тракте. Рассматривал, но лицо, совершившее это преступление, было признано виновным в изнасиловании, в убийстве и осуждено к длительному лишению свободы. Приговор был ими обжалован, им в Верховном суде Российской Федерации, апелляционная инстанция Верховного суда России оставила в силе. Потом, мне кажется, он писал жалобы и дальше, но все закончилось тем, что он отбывает наказание в местах лишения свободы. Исправляется, наверное. Дмитрий Васильевич, вы можете вспомнить свое первое дело, когда вы молодым пришли в судебную систему? Вот как про судебную систему вспомнить молодым, вот этот ваш вопрос. Знаете, вот пришел в судебную систему, в Жатайский суд, и сразу же навалилось много уголовных дел. Прямо составил реестр, у меня выходило под 40, под 50, и уже не вспомнишь, какое первое уголовное дело. Основная масса уголовных дел что? Употребили спиртные напитки, по пьянке, как говорится, ударил кого-то ножом, убил или ранил тяжело, а утром не знает, куда свою голову запихать. Ограбил, украл, продал, пропил, сел. Вот эти дела, ну вот масса они шли и не запоминались. Мне запомнилось одно из таких уголовных дел, как бы оно для меня было для того времени большеватое и сложное. 4 молодых людей ночью напали на супружескую пару. Муж был капитаном, супруга была, ну, и его супруга, они поздно шли, нормальные, хорошие люди. Напали, избили мужа, начали у них отбирать вещи, но супруга там сильно сопротивлялась, молодец, и отбилась. Вот они все сели на скамью подсудимых, рассматривал это дело, все-таки 4 человек, все-таки молодые люди, надо установить вину каждого, а вина каждого в чем должна? В конкретных и совершении их действия. 2-3 удара нанес. Куда? Ты нанес тяжкие телесные повреждения или не ты? Ну, рассмотрел в течение, по-моему, недели, вынес приговор. Все были осуждены к лишению свободы для молодых людей на более длительные сроки. Но вот оно мне запомнилось тем сложностью, ответственностью, и что этот приговор у нас в Верховном суде Республики Саха-Якутия,
устоял, как говорят судьи, то есть остался в силе и без изменений. Вот это мне запомнилось. Дмитрий Васильевич, а что вы скажете про ювенальные ее юстицию вообще? Когда она у Что нас скажу? появится? Да. Видимо, ничего. Лет 5 уже, наверное, забыли про эту ювенальную юстицию. Но что такое Ювенальная юстиция. ювенальная юстиция? Да. Вообще, это, видимо, хорошая судебная система. Она рассматривала уголовные и иные дела в отношении несовершеннолетних или связанные с несовершеннолетними. Но она не только их рассматривала, она рассматривала все причины и условия, способствующие совершению преступления. Рассматривала вопросы, как отнеслись органы, которые должны осуществлять надзор за этим несовершеннолетним или за этой семьей. То есть все причины, способствующие совершению преступления, невнимательность вот этих органов по отношению к тому, чтобы несовершеннолетний был в рамках правопорядка, она рассматривала и имела бы большое профилактическое значение для несовершения преступления этими несовершеннолетними, ответственности родителей, чтобы они могли как-то контролировать своих детей, школу и других органов. Но лет 5 назад разговор был, и все закончилось. То есть пока еще, ну, как бы... Нету закона о том, что такой суд был. А раз нет закона, и что там? А что там в будущем будет? Будет он или нет, я не могу вам сказать. Я хочу вернуться еще раз к вашей деятельности. Да? Вот когда вы работали судьей, бывали ли какие-то вот нападения со стороны средств массовой информации или там со стороны граждан? Ну, Как вы вообще относились такого к этому? я не слышал, такого, чтобы нападение на судей было. Ну, я понимаю, нападение, как напал, избил, что-то сделал, оскорбил или что-то. Такого не было. А нападение со стороны средств массовой информации тоже, видимо, не было. Конечно, было что-то, отмечались, судья хорошо сработал, но бывали такие какие-то моменты, кто-то высказывал, что тут надо было так, а он не так. Ну, в этом плане, то есть мелкие вопросы. А такого большого, что нападений на судей, например, я не знаю. А руководство республики вмешивается вообще вот в рассмотрение того или иного дела? Ага. Ну, я думаю, вы про президента, да? И дальше правительство. глава республики в Я данном думаю, случае получает. у президента нашего Айсена Николаевна своих забот очень много. И я считаю, что он все-таки порядочный человек и не вмешивался, и не будет вмешиваться в судебную систему, стать на стороне какого-то участника процесса. Не было и нет. Тоже могу сказать и про правительство наше. Я, например, не слышал и не знаю. Если бы было, все бы знали. А вы с кем-нибудь советовались при принятии там, решения, допустим, при вынесении приговора, скажем так? Ну, я вот поняла. Конечно, у нас был хороший коллектив, и мы как-то общались между собой в плане того, при подготовке уголовных дел, особенно в плане проведения каких-то моментов судебного заседания, связанных с Уголовно-процессуальным кодексом. Квалификация преступлений, виновность, назначение наказаний – это полностью твое, и никто ни с кем не советуется. А в президиуме сколько судей? Президиум, да, в Верховном суде Республики Якутия есть президиум Верховного суда. Там 6 человек, раньше, по-моему, 7 было. Председатель суда, 2 его заместителя и 3 судей. Вот с каких коллегий, я не знаю, или, видимо, с уголовной, или гражданской, решают только организационные вопросы. Сейчас кассационная инстанция была раньше в президиуме, она решала. Но сейчас, да, создали, несколько лет назад кассационную инстанцию нашу во Владивостоке, окружной суд, который рассматривается в кассационном порядке, уголовные и гражданские дела, то есть и те, которые рассмотрены нашими судами.
Требования к кандидатам на должность судьи. Гражданство Российской Федерации. Достижение 25-летнего возраста. Наличие высшего юридического образования. Стаж работы по юридической профессии 5 лет. Лицо не должно совершать порочащих его поступков. Кандидат должен сдать квалификационный экзамен, а также получить рекомендации квалификационной коллегии судей. На ваш взгляд, каков вообще идеальный суд? Идеальный суд? Да это очень просто. Вот слово «идеальный суд» подходит или нет к суду, я не могу сказать. Видимо, в бытовом плане да. Идеальный суд – это тот суд, который выносит справедливые судебные решения, и эти судебные решения остаются в силе без изменений вплоть до всех последующих инстанций, а раньше и до Европейского суда. А быть судьей тяжело? Ну, это, конечно, зависит от человека, от его настроя, от его данных, от его знаний, от его опыта. Но скажу, что легко, нет. Конечно, тяжелые моменты есть, особенно в судебном заседании. Надо быть готовым, надо соблюсти весь закон. Там много создаются нюансы, которые надо разрешить в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Правильно и законно, справедливо. Тяжелый момент при, конечно, установлении вины, вынесении особенно приговора, при назначении наказания, чтобы наказание соответствовало тяжести совершенного преступления, личности виновного и других обстоятельств уголовного дела, связанных с отягчающими и смягчающими обстоятельствами, установленными Уголовным кодексом Российской Федерации. Но бывают и минуты счастья, когда они... Да, еще тяжеловато, ждешь, когда твой приговор, как рассмотрит вышестоящая апелляционная инстанция. Ну вот, волнуйся, переживаешь, тяжеловато, конечно, на этот или на тот день, но вот минуту счастья, приговор оставили в силе или решение, и ты час-два, ну, до конца дня чувствуешь хорошо и счастливо. А потом все началось по новой. Дмитрий Васильевич, все-таки вот как вы это все сбрасываете, ну, дома, да, и как вообще вот отдыхает судья? А как сбрасываю? Ну, я как-то... Что помогает вам? Помогало? Вышел с судебного заседания, день окончился, вышел с здания Верховного суда, прошел калитку и все забыл. И все. И все. Что любите вообще? Чем заниматься? Только рыбалка. Раньше голубей держал. И все. На охоту не ездите? Нет, на охоту не ездю. Я сдал все оружие, ничего у меня нет. И чувствую себя в душе как-то лучше. И еще один вопрос, Дмитрий Васильевич. А как вот стать судьей? Кто может стать судьей? Ну, до Верховного суда мы там далеко, конечно, мы я вначале, да. понял этот Кто вопрос может быть и понял кандидатом, это. да. Ну, это надо получить высшее юридическое образование. После получения высшего юридического образования 5 лет проработать по юридической... Как минимум, да? Да, специальности. Потом собирают документы, направляют в судебные заседания. Я в районном суде говорю, в городском. Там проходит проверку очень большую, очень серьезную, буквально по всему. За себя, за жену, за детей, за родню и прочее, за свои имущественное положение. Но после проведения проверки документы направляются в квалификационную коллегию, Верховный суд Республики Саха-Якутия. Там целая комиссия. Комиссия изучает, смотрит, вызывает, рассматривает и принимает решение отказать или ходатайствовать перед президентом Российской Федерации о том, что вот этот кандидат и достоин быть судьей Якутский городской суд или еще куда-то. Все. Вышел указ президента Российской Федерации о том, что такой-то, такой-то, таким-то приказом назначен судьей такого-то суда. Все эти указы формируются, но
В СМИ они там есть. Ну, в общем, все знают об этом. Выдается удостоверение, где подпись президента Владимира Владимировича Путина. И можете всем показывать. Но а мировых судей у нас утверждает парламент, ну, Илтумен наш. Да, Илтумен, Собрание. последняя инстанция, это Илтумен наш. Ну, там депутаты смотрят, изучают, сам кандидат там. Но Отвечает если, на вопросы. ну, видимо, как-то задают вопросы. Если два кандидата, они из двух убирают одного, из трех может одного избрать. Вот и все. Прошел это все. Будешь с мировым судьем такого-то судебного участка. Кто там выдает удостоверение, подписывает, я не знаю. Спасибо, Дмитрий Васильевич, за столь интересную беседу. Спасибо еще раз, что вы пришли к нам в студию, вспомнили, рассказали о судебной системе. К сожалению, есть у нас граждане, которые даже, возможно, не имеют представления вообще, какие вот суды. У нас есть подсудность судов, да? Вот, поэтому, я думаю, это очень полезная информация. сегодня Хорошо, была. спасибо. Спасибо. Но лишь бы они, конечно, знали, имели и прочее, но лишь бы не доводили себя до этой ситуации Это судебной. точно. Ага. Да. Всем всего хорошего, спасибо. Спасибо. Некоторые участники вот судебных дел считают, что суд несправедлив. Так думают те, кто проиграл. Победители тоже редко хвалят судей. Обычно они считают, что разрешенное дело – заслуга не судьи, а адвоката. Но поверьте, решение любого суда можно обжаловать в вышестоящий суд. Высший орган судебной власти – это Верховный суд Российской Федерации, последняя инстанция для пересмотра дел в России. Еще есть Конституционный суд Российской Федерации. Он проверяет законы на соответствие Конституции России и может отменить любой закон, если он противоречит ей. На этом на сегодня все. Встретимся ровно через неделю. Всего хорошего.